В эфире информационная программа «Итоги дня». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу самые заметные события дня. Сегодня открыли ледовую переправу Хатасы-Павловск через реку Лену. О правилах передвижения по Зимнику. Работу некоммерческих организаций следует сделать более эффективной. В Алдане прошли обучающие семинары по программе «Гражданские выходные». Помочь бойцам СВО вернуться к мирной жизни помогают психологи. Расскажем, какие методы они применяют. Стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» о талантливых скульпторах и их работах. В Якутии отмечается День Олонхо. Глава Якутии вручил сертификаты хранителям традиций. Расскажем о том, что реализуется в Якутии для сохранения Олонхо. Ледовую переправу Хатасы-Павловск через реку Лену открыли сегодня, 25 ноября, на территории Якутска и Мегино-Кангалахского района. Проезд по ледовой переправе разрешен для транспортных средств до 3 тонн. Повышение грузоподъемности автозимника будет поэтапным по мере нарастания толщины ледяного покрова. На зимнике действуют 2 основные полосы движения и 2 резервных. Для соблюдения норм безопасности управлением автодорог республики организована круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. Порядка 10 тонн кредитов было выдано за год реализации программы «Арктическая ипотека». Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека» началась в России 1 ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми. В этом году правила получения социального контракта изменились. Подробности об изменениях расскажет Дарья Короленкова. В Якутии 557 человек в 2024 году заключили социальные контракты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На эти цели направлено почти 211 миллионов рублей, сообщили в Министерстве труда и социального развития республики. Напомним, социальные контракты – это не просто денежная помощь, а комплексная программа, направленная на долгосрочные изменения в жизни человека или семьи. Социальные контракты могут быть направлены на решение различных проблем, связанных с помощью трудоустройства, поддержки, повышения дохода, помощь в улучшении жилищных условий, создании собственного бизнеса, приобретение необходимой техники или оборудования, финансовая и консультативная поддержка для улучшения условий жизни детей, а также в доступе к социальным и медицинским услугам. Есть 5 видов социальных контрактов для поиска работы, на обучение, ведение подсобного хозяйства, улучшение материального положения и запуск своего дела. Такая мера поддержки оказывается на основании социального контракта таким категориям, как семьи и одиноко проживающие граждане с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом в приоритетном порядке она предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, а также семьям участников специальной военной операции. Также с этого года внедрена специальная программа для поддержки неработающих граждан пенсионного возраста за счет средств государственного бюджета республики. Эта программа ориентирована для неработающих пенсионеров, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения и направлена на обеспечение их занятости и повышение уровня доходов за счет собственных активных действий. Одним из главных условий с 2024 года является прохождение обязательного тестирования на уровень предпринимательских компетенций для граждан, желающих заключить социальный контракт по направлениям осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства. Для сдавших тестирование на неудовлетворительно необходимо будет пройти обучение в центрах «Мой бизнес». Как получить социальный контракт в Якутии? Процедура получения социального контракта в Якутии аналогична процессу по всей России. Обращение: нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Это могут быть районные, городские отделы социальной защиты или другие соответствующие ведомства. Заключение соглашения. Если ваша ситуация соответствует условиям программы, вы подпишите соглашение о социальном контракте. Соглашение четко определяет ваши обязательства и обязательства
средства государства. Выполнение обязательств. Вам предстоит выполнить обязательства, указанные в соглашении. Это могут быть курсы профессиональной подготовки, поиск работы, создание собственного бизнеса или другие мероприятия. Контроль и поддержка. Органы социальной защиты будут контролировать выполнение вами обязательств и оказывать необходимую помощь в поддержку. Они проведут несколько встреч, чтобы оценить вашу работу и дать дополнительные рекомендации. Получение поддержки. В рамках контракта вы получите определенные виды поддержки, включая финансовые средства, которые могут быть как разовыми, так и представляться поэтапно. Социальные контракты в приоритетном порядке вошли в концепцию национального развития страны до 2030 года. На эти цели планируют выделить более 100 миллиардов рублей. В столице республики состоялась церемония вручения сертификатов о назначении стипендий главы республики аланхасутам, запевалам Асохая, кузнецам и народным мастерам, носителям традиционной культуры. Айсен Николаев поблагодарил стипендиатов за вклад в сохранение и развитие духовного и культурного наследия народа. В этом году назначено 26 стипендий. В следующем году, в завершающий год проведения второго десятилетия Аланхо, наградят 107 человек. Кузнецам назначено 7 стипендий. Одно место мы сразу, на первый год же сразу назначили нашему уважаемому Мандару. Мандару отдали пожизненную, так что у нас 6 мест. Мы каждый год, когда приближается вот это назначение стипендии, мы все мастера собираемся с улусов. И правление собирается и голосуем, кому дать эту стипендию. В Якутске подвели итоги большого межрегионального форума «Рынок труда Дальнего Востока и Арктики. Вызовы и возможности», главной задачей которого было выбрать стратегию развития рынка занятости населения в современных условиях, обеспечение рабочими местами якутян и регулирование трудовой миграции. В форуме приняло участие большое количество экспертов, в том числе и из федерального центра. Итогом форума стала резолюция, в которой отражены и зафиксированы основные положения по развитию рынка труда в Якутии. Особое внимание нужно уделять профобучению, профобразованию, профессиональной подготовке. И важно уделять внимание развитию человеческих ресурсов, которые на сегодня у нас есть. На рынке труда складывается дефицит, и поэтому на баланс спроса и предложения был сделан акцент в тех предложениях, которые сложились у нас в проекте резолюции практически по всем площадкам. В Мирнинском районе поддержка материнства и детства является приоритетом социальной политики. В честь Дня матери во Дворце культуры «Алмаз» вручили премии главы муниципального района «Слава матери». Ее получили 5 матерей. Эта премия подразумевает денежное вознаграждение. Также благодарственное письмо главы муниципального района получила мама 25 детей Нина Винниченко. Ей администрация района приобрела путевку в санаторий. Во-первых, это было неожиданно. Вот, честное слово, так Аида Петровна, значит, предложила, значит, поучаствовать. Ну, конечно, и награждение было тоже неожиданно. Но в такой праздник очень приятно было получить внимание. Помочь бойцам СВО вернуться к мирной жизни помогают психологи. Чтобы оказывать всестороннюю помощь, специалисты центра проходят курсы для переобучения и повышения квалификации. Какие методы они применяют в работе, знает Даяна Федорова. Республиканский центр психологической помощи продолжает оказывать консультирование, реабилитацию и социально-психологическое сопровождение. Наталья Захарова работает психологом вот уже 26 лет. Раньше она работала с детьми-сиротами и приемными семьями. Однако с началом спецоперации Наталья Семеновна приняла решение помочь бойцам и членам их семей. Большинство жен, они приходят с такими вопросами, то, что они ощущают пустоту. От того, что рядом нету с ними их твердого плеча, то, что они остались одни со своими какими-то, может быть, проблемами. Они вот сюда приходят для того, чтобы выговориться, сказать вот свое, то, что у них есть вот на душе. За весь период проведения спецоперации центром проведено 43 тысячи индивидуальных и групповых консультаций. Всего охвачено 35 тысяч участников СВО, их родных и близких. В центр может обратиться каждый, кто оказался в нелегкой ситуации. Отметим, психологами оказывается и выездная работа. Последние 3 года мы плотно работаем с близкими военнослужащих.
самими военнослужащими и с их близкими, с окружением. Также наши коллеги постоянно уже второй год выезжают в военные госпитали и непосредственно работаем на упреждение. Изначально, как только бойцы с боя попадают в госпитали, начинают работать наши специалисты на родном языке. Республиканский центр психологической помощи функционирует 25 лет. Недавно в центре проведен косметический ремонт и обновлена мебель. Психологи на регулярной основе проходят переобучение и повышение квалификации. Все для того, чтобы качественно оказывать психологическую поддержку. И эта работа будет продолжена. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Работу некоммерческих организаций следует сделать более эффективной. В таком ключе в Алдане прошли обучающие семинары по программе «Гражданские выходные». Специалисты и эксперты делегации провели консультации, беседы и встречи с представителями НКО. К чему это привело, узнаем у Татьяны Вахниной. Какова роль некоммерческих организаций в развитии поселений и на какие меры государственной поддержки сегодня могут претендовать коллективы НКО? Выездные обучающие семинары в Алдане провела делегация Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Делегацию возглавил Герой России, исполняющий обязанности министра Игорь Юргин. Мы прибыли с города Нерюнгри в рамках программы «Гражданские выходные» в Алданский район с целью проведения НКО. Именно обеспечение НКО грантами, как они проводятся, на какой конкурсной основе, в целях обучения. Выездные обучающие семинары по программе «Гражданские выходные» представители Республиканского министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям проводят не впервые. Такого рода встречи показали свою эффективность. Вот эта методическая помощь, она необходима нашим некоммерческим организациям, их представителям, для того, чтобы активнее участвовать в реализации своих проектов. Некоммерческие организации, которые входят именно как Институт гражданского общества, получают большое развитие, и в том числе с помощью методической и информационной поддержки органов государственной власти в лице Министерства по делам молодежи. На одном из семинаров спикеры рассказали представителям некоммерческих организаций Алданского района о нюансах создания объединения и о грантовых программах, а также подробно остановились на наиболее распространенных ошибках, которые имеют место в деятельности НКО. В рамках повестки была запланирована встреча со старшеклассниками и студентами, посвященная итогам второго республиканского антифашистского форума. В республике прошел второй республиканский антифашистский форум, который состоял и в течение 3 дней из 3 частей. Это круглого стола, пленарного заседания и концертной программы. Рассказать идею об антифашизме и также о патриотическом воспитании граждан и развитии молодежи в нашей республике. Еще одна рассмотренная на гражданских выходных тема касалась создания территориальных общественных самоуправлений. Объединяясь, жители одного микрорайона или отдельно взятой улицы могут результативно решать задачи по благоустройству и созданию комфортной среды. Один из пунктов сегодняшней повестки – это помощь в организации территориального общественного самоуправления нашим муниципальным образованием, для того, чтобы наша общественность, жители наших населенных пунктов могли активно привлекать средства из республиканского бюджета для благоустройства своих общественных пространств там, где они проживают. В настоящее время в Алданском районе созданы 2 ТОСа. Это количество не является достаточным для участия муниципального образования в республиканских грантовых проектах. В целом, по мнению принимающей стороны, гражданские выходные прошли продуктивно. Полученную информацию слушатели сочли полезной и актуальной. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. О самых заметных событиях Ленского района мы узнаем в еженедельной рубрике. Передаю слово коллегам. В Ленске на прошлой неделе состоялись различные события. Самым значимым стала выписка новорожденных детей, которая была приурочена к Дню матери России. Это самое волнительное и долгожданное событие, самое большое счастье для каждой семьи. Валерия и Владислав Давыдовы – молодые родители. 13 ноября в их семье появился первенец. Девочка родилась весом 4 килограмма 130 грамм, ростом 58 сантиметров. Назвали девочку супруги Василисой. Ой, очень волнительно. В целом выпуска волнительно. Очень переживательно. За следующим через 2 года.
семье Евгения и Евгении Неткачевых Эльвира, так назвали новорожденную дочь, стала вторым ребенком. Старшей дочке Лилии 4 года. Она тоже пришла на выписку. Девочка очень ждала сестренку. В выписке приняли участие заместитель главы района, представители комитета по молодежной и семейной политике, а также руководитель социальной защиты. Она вручила семьям сертификат «Дети столетия». Администрация муниципального района Ленский район решили, что это будет декада выписки ко Дню матери всероссийского значения. От Управления социальной защиты мы вручаем такой сертификат «Дети столетия». Это каждому рожденному ребенку в этом году. Сумма составляет 110 775 рублей. Еще одно мероприятие, касающееся семей с детьми, было проведено в районной администрации. День правовой помощи. Ленчане, имеющие детей, многодетные семьи, опекуны, попечители, могли получить информацию и консультации по всем правовым вопросам, касающиеся защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов семьи, также прав детей, опеки и попечительства. Наталья Михайловна Витер более 10 лет является опекуном 2 мальчиков. Старший сын студента, а младший учится в 9 классе. В этот день женщина обратилась к специалистам опеки с волнующими и ее вопросами. У меня много вопросов по старшему. По окончанию он бы хотел приехать в город Ленск. Будет ли ему здесь работа как молодому специалисту? Будет ли ему возможность получить жилье? Вот это было очень важно для меня. Это по старшему сыну. По младшему сыну я бы хотела узнать, если ребенок выезжает в другой город учиться, будет ли ему от нас поддержка, то есть от нашего отдела опеки, все это. На свои вопросы женщина получила исчерпывающие ответы. Специалисты подробно объяснили, в каком направлении Наталье стоит двигаться дальше. Прошел в Ленске и форум содействия. Мероприятие посетили приглашенные гости. Генеральный директор фонда «Единый ресурсный центр Якутии», также его модератор. В программе были открыты диалоги, тематические сессии, панельные дискуссии, конечно, обсуждение проектов. Участников было достаточно много, а среди них ленчане всех возрастов. Пожилые люди тоже проявили активность. Генеральный директор ресурсного центра Якутии рассказала о партнерстве, о взаимодействии власти, общества и бизнеса. Отдельно выделили лидеров некоммерческих организаций. И, конечно, мы говорим о развитии. Мы говорим о том, что некоммерческие организации, они становятся более устойчивые, профессиональные, они выходят на рынок услуг в социальной сфере, они могут создавать социальные предприятия, но и также пользоваться теми мерами поддержки, которые существуют сейчас в районе. И Единый ресурсный центр – это уже команда, которая, мне кажется, является партнером Ленского района. И здорово, что Мирнинский район присоединился. То есть ваше мероприятие вышло за пределы, уже стало межрайонным. Также на прошлой неделе прошел форум «Ленский берег», благодаря которому самые интересные проекты ленчан получили грантовую поддержку. Помимо этого, наша съемочная группа побывала в приюте для бездомных животных, узнала у волонтеров о работе организации и существующих проблемах. Такой запомнилась прошедшая неделя. На текущей состоятся не менее важные события, на которых обязательно побываем и мы. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. С начала года жители Якутии перевели кибермошенникам более 1 миллиарда рублей. Чаще всего жертвами становятся люди от 35 до 60 лет. Это не только студенты и пенсионеры, но и учителя и медработники. О том, как уменьшить количество киберпреступлений, обезопасить себя, усилить профилактическую работу, говорили на тематическом форуме. Один из острых вопросов общества обсудили сотрудники МВД, прокуратуры, общественность, члены Народного фронта и студенты. Превалирующее число денежных средств, которые образуют, это инвестиции. То есть наши граждане больше всего вкладывают в мошеннические схемы с целью заработка дополнительного, и поэтому образуются такие огромные суммы. К примеру, не так давно были мошенничества с ущербом и 18 миллионов, летом были и 14, и 15, соответственно, так и выходит. И нашим гражданам прежде всего нужно понять и усвоить, что мошенничество, они охватывают достаточно большое поле деятельности, и инвестиции в том числе. Ежегодно 25 ноября в Якутии отмечается День Олонху и начинается его декада. Именно в этот день в 2005 году ЮНЕСКО провозгласила якутский народный эпос шедевром устного и нематериального наследия человечества. Сегодня стипендию главы вручили алхасутам, запевалам, осоха и кузнецам и народным мастерам республики. А до 27 года будет создана единая система домов Олонху под эгидой Арктического центра эпосов и искусств. В юбилейный год также
состоится переиздание полного собрания Лонхо «Нюргун Ботр стремительный» и новая постановка национальной оперы по его мотивам. Мы ежегодно проводим декаду Лонхо, и сегодня отмечаем День Лонхо. Он не ограничивается только одним днем. В течение недели будут проходить различные мероприятия, не только на уровне районов, но и на слегов. Отличительной особенностью является то, что, во-первых, расширяется каждым годом охват участников. Все больше принимают участие образовательные организации, не только общее образование, но и научные образования, учреждения высшего образования. Стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Это одно из самых ожидаемых событий фестиваля «Зима начинается с Якутии». Первым мероприятием, которое открыло конкурс, стал Блиц-турнир. Подробнее расскажет Тимур Калмогоров. Блиц-турнир – традиционное вступительное испытание. В этом году темой взяли 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Якутию в конкурсе представляют 15 команд, среди которых присутствуют профессиональные скульпторы. Григорий Максимов один из таких, занимается созданием ледовых композиций с 1998 года и продолжает болеть своим делом. Ледовая скульптура начинается всегда с эскизов. Рисуешь сначала, материал видишь, когда приходишь, смотришь на материал, тогда можно исправить, добавить что-то. С материала зависит, конечно. Как любое искусство, она очаровывает, манит, все время хочется работать. Всего в конкурсе принимают участие 20 команд. Среди них талантливые скульпторы из Монголии и Китая, а также регионов России, Хабаровского и Приморского края. Так, представитель последних Сергей Козлов регулярно участвует в различных соревнованиях по созданию ледовых скульптур. Для него создание скульптуры изо льда – неповторимый вид искусства. Композиция изображает боец, который пишет письмо в окопе домой. Я брал за основу старые фотографии Великой Отечественной войны. Какие-то там позы, движения, какой-то фон, чтобы погрузиться в эту атмосферу. Какие-то отдельные скульптуры, они смотрятся только во льду. То есть если ты задумал эту скульптуру во льду и как-то желаешь потом перенести в другой материал, не каждый эскиз подойдет именно для другого материала. Сюн Хаян на протяжении 20 лет является мастером изготовления ледяных композиций. В Якутии он впервые, но несмотря на это, он отметил положительные стороны якутского холода, который позволяет лучше работать со льдом. Тема нашего эскиза связана с Великой Отечественной войной и Родиной, храбростью и смелостью. Наша ледяная скульптура называется «Щит Победы», что значит «мир во всем мире». А заниматься ледовыми скульптурами я стал под влиянием снежной погоды в своем родном городе Харбин, и это стало моим хобби. Основными критериями конкурсных работ являются полнота и выразительность раскрытия темы, техника и мастерство обработки материала, степень законченности произведения. Международный конкурс будет проходить в несколько этапов всю неделю. По результатам данной работы, я думаю, для всех жителей города с обновленной елкой, с фонтаном, площадь Орджоникидзе станет излюбленным местом отдыха и проведения новогодних праздников. По итогам конкурса призеров наградят памятными дипломами и денежными призами. Победителю же будет вручен уникальный кубок, созданный по эскизу Николая Чачасова. Организаторы отметили, что ледовые скульптуры на площади Орджоникидзе простоят до марта включительно. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Во Владивостоке отпраздновали Международный день моржа. Тихоокеанский морж Миша показал гостям настоящее представление. Подробности расскажет Лиана Михайлова. Главной звездой мероприятия стал тихоокеанский морж Миша, самый крупный подвид моржа в мире, достигающий в длину более 4 метров и весом до 2 тонн. Программа в честь его праздника была насыщенной. Гости океанариума смогли посетить станционный маршрут, увлекательные викторины, тематические экскурсии, мастер-классы. Все это было посвящено знакомству детей с одним из крупнейших представителей ластоногих.
В арт-галерее у нас проходил мастер-класс «От бивни до ласт», где ребята делали елочную игрушку в виде моржа, куда писали свое желание. Далее эти игрушки мы поместим на нашу елку Приморского океанариума, а морж и его тренер после выберут несколько фигурок и постараются исполнить самые заветные желания ребят. Ну и завершается наш праздник экскурсии «Знакомьтесь, ластоногие», где посетители могут узнать больше о именно нашем морже Мише и о его собрате, скажем так, Сивучи Айке. Кульминацией дня стало выступление Миши на аквасцене, где он продемонстрировал свои трюки вместе с тренерами, которые занимались с ним на протяжении 13 лет. Помимо этого на сцене вместе с ним выступили тихоокеанские афалины, белухи и морской котик. Этот праздник нацелен на то, чтобы сохранить вид моржа, чтобы познакомить людей с ним. И один из подвидов моржа уже занесен в Красную книгу, и остальные тоже могут быть, если мы не бережно будем относиться к моржу. То есть если будем загрязнять акваторию, где он обитает, если будем вмешиваться, когда не надо, мы можем навредить моржу. Обучается он легко, потому что моржи социальные животные и легко идут на контакт. То есть мы для него быстро стали новой семьей, и проблем, я вообще не помню с ним проблем. Морж Миша живет в научно-образовательном комплексе уже 14-й год и будет продолжать радовать зрителей на аквасцене. Лиана Михайлова, Владивосток. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.